Ну и, как обычно, переходим к творческой части нашего мастер-класса. Чепецкие татары. Основной ход, как и во всех татарских танцах, он просчитывается на раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Но у чепецких татар немножко идет выкид стопы вперед. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ребятки, со мной. 5, 6, 7 и раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Повернулись и раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. У мальчиков положение рук за спиной, как и у казанских татар, но также существует и положение запястьем в сторону, но редко используется. У девочек положение во второй позиции и варьирует вот в этой области, и очень редко, когда берется за подол. А также используются ручки, немножко отставленные в сторону. Отличительной особенностью в хореографии татар, проживающих на территории Удмуртии, это запечатывание такта. Например, я делаю раз, два, три, раз, два. Я завершаю все движения тем, что я их притопом закрываю. Следующим движением является подкашивание ноги поочередно. Очень быстренько. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, четыре. Что существенно, что еще существует припадание, но на круазе, то есть со скашиванием ножки в другую сторону. Следующее движение – это притоп с томбе. Притоп, томбе, притоп, томбе, притоп, томбе, притоп, томбе. Готовы, ребятки? 5, 6, 7 и притоп, томбе. Обратно. Одно из мужских движений покажет вам Айнур. Пожалуйста. И раз, два, три, 4, 5, 6, ковырялочка. Эльзочка. В повороте ты делаешь том-бе, та-та-та-та-там, пам, па-па-па-па-пам. Пожалуйста. И пам-пам, па-па-па-па-пам, пам, па-па-па-па-пам, рам-па-пам. Вот сейчас из этих нескольких простых движений мы соберем небольшой танец